Начинаются финальные схватки первого дня предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Первыми на ковер выходит весовая категория до 57 килограмм. Бронзовые финалы. В первом бронзовом финале будут бороться Арьян Тютрин, Республика Саха-Якутия, и Алдар Бальжанимаев. Вторую бронзовую медаль будут оспаривать Расул Машезов и Джамал Атарсултанов. Будут очень интересные схватки. Болеем за Арьяна Тютрина. Но сейчас первыми выходят на ковер Джамал Атарсултанов и Расул Машезов. Нет, схватки будут на двух коврах. Нет, на одном ковре. Да, на одном ковре. Насколько я понимаю, 3 веса сегодня. Расула Машезова уже пригласили. Расул Машезов ждет Джамала Атарсултанова. Это будет очень интересная схватка, да? В прошлом олимпийском цикле им доводилось бороться друг с другом. Нет, все-таки решили одновременно начать. На ковре А вышел Арьян Тютрин. Ну и да, наше внимание, конечно, Арьяну. Представитель нашей сборной Республики Саха-Якутия в малом финале. Ждет его вот в центре ковра Алдар Бальжанимаев, сборная команда Республики Бурятия. Да, по регламенту соревнований сегодня должны были бронзовые финалы проходить по одному ковру, но из-за того, что затянулись соревнования, решили проводить сразу одновременно бронзовые финалы по весовым категориям. Значит, сразу после этих схваток начнется финал в этой весовой категории между Виктором Лебедевым и Александром Богомоевым. Это будет всего лишь примерно через 6 минут, да? Тютрин проходит в ноги. И сразу такой бросок на 2 балла. В это же время одновременно с Тютриным Джамал Атарсултанов проходит в ноги и тоже зарабатывает 2 балла. Счет на табло 2-0 на двух коврах. Арьян Тютрин! Красавчик! 4 балла? Да, 4 и... 4-2. 4-2 дадут, да? Сколько сопернику? Да, 4 балла. 4 балла Тютрину. Арьяну. И 1 балл, да. да, за выход за ковер получается, да? Да, 6-1. Вот это да. Вот это быстро, да? Как развивается у нас событие. За 40 секунд уже 7 баллов разыграли ребята. Нет, говорит Алдар Бальжанимаев, не нужен челлендж. Или все-таки нет, все-таки отдал, да? Арбитру. Ну, посмотрим, да, действительно сложный для судейского решения был бросок. Но то, что у Арьяна было 4 балла, сомнений у меня нет, но как оценить следующее действие его соперника? Мастер спорта Расул Машезов, Крым, Кабардино-Балкария. Его соперник в синем трико, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион Джамал Атарсултанов. Московская область ЦСКА. Да, схватки между Джамалом Атарсултановым и Расулом Машезовым. Счет 8-1. И очень хороший захват у Джамала Атарсултанова крестным захватом. И сейчас будет накат. Да, еще на 2 балла счет становится 10-1. И 1 балл остается набрать. Да, Джамалу для победы, чистой победы. Там 30 секунд остается до окончания первого периода. Опять он берет крестный захват. И сейчас... Вот как он красиво, да, сделает. Да, еще 2 балла. Еще 2 балла. 12-1. Чисто техническая победа олимпийского чемпиона. Завоевывает бронзовую медаль в предолимпийском чемпионате России. Джамал Атарсултанов. Проиграл он Александру Богомоеву со счетом 9-1. Неожиданно, скажем, да, такой разгромный счет. Но выиграл бронзовую медаль, с чем мы его и поздравляем. Да, тем самым мы смотрим повтор, как броском через бедро Арьян Тютрин завоевал 4 балла, да, ну а дальше... Ну, мне кажется, справедливое было решение, да, судейское. 4 Арьяну и 1 балл Алдару Бальжанимаеву. Ну, просят больше, да, видимо, 2 балла хотят. Да, ну, просят 2 балла. Ну, здесь на усмотрение судьи, я думаю, если могут даже 2 балла дать. Дали, 2 балла ну, дали. там, да, достаточно опасное было положение. 6-2, тем не менее, ведет Арьян в этой схватке. И времени еще предостаточно. Даже первая минута не подошла к концу. И арбитр на ковре призывает борцов к порядку,
скажем, да? Да. Ну, оба борца, эти борца известны своим очень таким дерзким характером. Они оба неуступчивые борцы. Но в то же время не агрессивные они борцы, надо сказать. Я Ну, думаю, да, показывают борьбу на ковре они, да? да, Достаточно жесткую, но в пределах правил. провоцировать друг друга точно не будут. Просто рабочая ситуация была. Вот еще раз за И ноги как берет. сейчас, да, захватил сейчас Ариан Тютрин. 2 балла. И 2 балла взял. Очень интересную схватку демонстрирует нам Ариан Тютрин. (8-2). Ребята не сидят в обороне, да, сразу пошли в атаку. И уже 8-2 счет. Минута 20 с лишним. Полторы минуты только прошло, да? Алдар стал более осторожным, да, сейчас. Атакует. Со стойки мы видели, да, как только что его атаку прервал Ариан Тютрин захватом за ноги, да, очень красиво перевел своего соперника и взял 2 балла. Ну, захватывающая схватка, да? Да, очень динамичная. Темп хороший, задали спортсмены с первых секунд и держат его. Держат. Опа! Рискнул Ариан Тютрин. 2 балла дают Бальжанимаеву. Да. 8-4. За ковер, да, улетел Ариан. Пытался сделать Ариан бросок. рисковал, да. Хотел Да. сделать красивый амплитудный бросок. Почти получился, да, он. Да, слишком уверенно себя чувствует Ариан Тютрин. Надо чуть-чуть успокоиться. Счет хороший. Пока не надо рисковать, думаю. Ну и соперник, еще раз напомним, да, победитель первых юношеских Олимпийских игр. Да, ну вместе Выход в за партере, ковер с да, в партера. партере вышли спортсмены. Здесь баллы не дают. Счет 8-4 по-прежнему. Десять секунд остается до окончания второго периода. Ну и в 4 балла ведет Ариан Тютрин после первой трехминутки. Заслужил аплодисментов. Действительно, хорошую трехминутку провел Ариан Тютрин. Осип Михайлов и Иван Иванович Дмитриев секундируют. Смотрим момент повтора. Он великолепный, да? Да. Очень Выход. уверенно. Ну и сейчас будет момент, когда Ариан рисковал. Вот он, этот момент. Остался сам, да? Внизу, под соперником, и руку захватил. Ну, Бальжанимаев ожидал какого-то действия от Ариана, поэтому был начеку в этот момент. Ну, Алдар пошел вперед. Ему уже терять нечего. На самом деле, по новым правилам, 4 балла это не очень-то и много. Это один бросок. Ну, один бросок или 2 раза пройти в ноги, да? За спину пройти. Ну, это шанс. Шанс для Алдара. Шанс для Тютрина. Завоевать бронзовую медаль, закрепиться в сборной команды республики. Очень жестко, да. головой идет Алдар. Не, ну это не спортивное поведение. За это надо давать предупреждение. был Сразу Фалган. же. Головой пошел в таран, да? Алдар Бальжанимаев. Очень сильный удар был. Да, надо дать балл с предупреждением за неспортивное поведение. Да, все правильно делает судья. 1 балл Ариану Тютрину. 9-4 счет. Очень жесткая схватка, да? Как борются
Спортсмены, настоящий финал. Ведет Ариян 9-4. Но Алдар атакует, атакует. Чуть не попался сейчас, да? Под бросок Арияна, но защитился. 2 минуты остается. И предупреждение дают Арияну Тютрину за пассивное ведение схватки. 30 секунд уже отсчитывают. Да. За 2 минуты до конца схватки. В принципе, это было ожидаемо. Да, нормально все. 30 секунд. Попытается заработать балл Ариян. 10 секунд остается. Но, видимо, нет, да? 30 секунд. Да, не стал В рисковать. принципе, время работает на него. Даже если вот сейчас его сопернику будет засчитан 1 балл, ведет он 4 балла. 9-5. Минута остается. 9-5. Алдар идет вперед. Но Тютрину остается защищать свои заработанные баллы и ждать момента. Да, меньше минуты остается. Да. Очень напряженная схватка. Алдар все рвется в атаку, идет в атаку. Слишком много баллов он отдал, конечно, в первом периоде. И сейчас предупреждение еще одно, да? 9-6. Еще одно предупреждение дали Тютрину. Да, сейчас уже опасно. Да. Да, надо бороться. Третье предупреждение, уже автоматическое поражение. Но, надеемся, до этого дела не дойдет. 25 секунд остается. 20. Какой гол стоит, да, в зале. 10 секунд. Остается продержаться Арияну. 5. 3. 2. Молодец. Молодец. Ариян. Вторая бронзовая медаль у Арияна. Казалось бы, очень легко началась эта схватка, да, но вот таким он напряженным завершился, но завершился в нашу пользу. Поздравляем Арияна Тютрина с бронзовой медалью. Второй раз он в Якутске на чемпионате России радует зрителей. Очень достойную схватку, да, показал Да. Ариян. Поздравим его тренеров, его болельщиков. Всех его близких, друзей, родственников, родителей, всех, кто причастен в развитии такого классного спортсмена, как Ариян Тютрин. Поднимает победоносно руку Ариян, все правильно делает. Сегодня его день, он заслужил аплодисменты. И мы тоже от всей души его поздравляем с этой победой.